Сразу 9 партий обратились к президенту Кыргызстана с требованием провести пересчет голосов. Лидеры политических объединений, оказавшиеся в явных аутсайдерах, заявили, что выборы прошли нечестно. Все проигравшие уверены, что на самом деле они, если и не выиграли, то 5% барьер преодолели точно. По нашим планам мы должны были 5% преодолеть всего лишь. В случае, если, значит, подтвердятся наши претензии, то будет пересчет голосов по всей стране. И если в случае, значит, игнорирования наших требований, то мы будем проводить протестные акции в рамках закона. Но все-таки больше всего недовольна результатами выборов партия Бутун-Кыргызстан. Ей не хватило 0,16%, чтобы пробиться в законодатели. Это объединение возглавляет бывший спикер парламента Адахан Мадумаров. Он считает, что именно ЦИК не оставляет партии шансов пройти во власть, так как она поддерживает возврат к президентской форме правления, за которую выступают Атаджурт и Арнамыс. За ночь увеличивается количество граждан Кыргызской республики более чем на 200 тысяч человек. Это нонсенс. По нашим данным, наша политическая партия Бутун-Кыргызстан набрала по всей республике 145 455. Как вам стало известно, что 5% барьер мы успешно преодолели. Естественно, Роза Тумбаевой мы будем работать. Она для нас является президентом нашей страны и матерью. Так ласково главу государства назвали победители парламентских выборов. Партия Атаджурт признает результаты выборов, несмотря на нарушения в ходе избирательной кампании. Кстати, их победа – это еще не контроль над парламентом, поэтому теперь главный вопрос – это создание коалиций. Именно от этого, кто с кем сумеет договориться, и будет зависеть будущее страны. Атаджурт ведет активные переговоры с другими парламентскими партиями. Чтобы наша страна стала в дальнейшем единым, не разваливалась, чтобы мы друг друга не обвиняли, мы должны создавать единую широкую коалицию. Единую широкую коалицию со всеми партиями. Аналитики видят только два варианта коалиции: Атаджурт, Арнамыс и Республика, либо СДПК, Атамекен и та же Республика. Все будет зависеть от решения лидера самого молодого объединения Мурбека Бабанова. Он в раздумьях, но намекает, что готов к объединению с теми, кто видит будущее Кыргызстана в тесном сотрудничестве с Россией. А Кремль открыто поддерживает партию Феликса Кулова «Арнамыс». Партии, которые хотят создать коалицию, они должны принять, что Россия наш стратегический союзник. Этого хочет не только партия, этого хочет наш народ. Арнамыс выдерживает паузу. Комментариев от Феликса Кулова пока нет. Нет заявлений и от лидеров Атамекена и социал-демократов. Руководители правящих партий, видимо, пребывают в шоке от результатов выборов и тяжело переживают неудачно сложившуюся гонку за места в парламенте. Политический торг в разгаре. Зная то, как умеют торговаться на Востоке, и при создании коалиций возможны разные сюрпризы. Константин Конкин, Улан Мунаимов, Бишкек, Кыргызстан.